Жительница города Балыкчи Чолпон Имамбаева почти год назад из-за острой необходимости взяла кредит в размере 50 тысяч сомов. В банк она обязалась выплачивать по 5 тысяч в месяц. Первые полгода средства удавалось отдавать без проблем. Однако с пандемией коронавируса женщине и ее семье пришлось совсем туго. 2020 февралында алсам керек да, февраль айында. Из-за коронавируса остановилась практически вся работа. С семьей проживаем в Балыкчи. К сожалению, дополнительного заработка у нас нет. Пенсия у меня меньше 5 тысяч, а кредит нужно отдавать вовремя. Недавно услышала, что правительство окажет помощь заемщикам, взявшим кредит до 100 тысяч и оплатит проценты. Было бы очень хорошо, если бы это реализовали. Отметим, что Садыр Джапаров, еще будучи премьер-министром, от 13 ноября подписал постановление правительства об оказании господдержки гражданам, получившим кредиты в размере до 100 тысяч сомов в финансово-кредитных организациях страны, согласно которому организациям было рекомендовано освободить заемщиков, получивших до 1 октября основную сумму займа от уплаты начисляемых процентов в декабре текущего года и январе-феврале 2021 года. В рамках этой работы Нацбанку было рекомендовано представить у Министерства финансов до 1 декабря сводный реестр финансово-кредитных организаций для заключения Минфином соглашения о субсидировании начисляемых процентов. Сегодня в главном финансовом регуляторе страны уже создана рабочая группа. Мы получили это постановление, и уже создана рабочая группа, которая в Национальном банке создана уже специальная рабочая группа, которая отработает порядок выплаты компенсации. Кроме того, будет организована встреча с коммерческими банками, с представителями небанковских финансово-кредитных организаций, и совместный порядок будет разработан, в последующем будет постановление реализовано. Финансово-кредитные организации должны сформировать реестр заемщиков, которые подпадают под требования для оказания помощи. В свою очередь, Министерству финансов рекомендовано заключить с организациями соглашение о субсидировании начисляемых процентов. Для этого предусмотрено свыше 1 миллиарда сомов. Минфин должен заложить в проекте бюджета на 2021 год средства за счет неналоговых доходов. Источниками данных средств неналоговые доходы. Это неналоговые доходы. Средства, которые сейчас поступают от деятельности правоохранительных органов, которые мы открываем специальный счет депозитный здесь в казначействе, и мы предполагаем, что будем направлять эти средства. По решению правительства данные средства будут из депозитного счета в доход бюджета, и через расходную часть бюджета будет финансироваться. Отметим, что если у человека есть параллельно несколько кредитов в пределах суммы до 100 тысяч сомов, то компенсации подлежит проценты по одному кредиту только в одной финансово-кредитной организации, согласно письменному заявлению заемщика о выборе организации соответствующего кредита. По предварительным данным, помощь по кредитам получит свыше 600 человек. Контроль за исполнением постановления возложен на отдел финансовой и кредитной политики аппарата правительства. Айтолкун Сулпуева, Джанадиля Бубакирулу, ЛТР, Бишкек.